уважаемые журналисты, добрый день присутствующие. Хочу начать с того, что почему мы здесь, что побудило создать инициативную группу. Я писал в своей статье 1,5 месяца назад, как гром среди ясного неба для крымских татар, в частности, была информация, то есть известие с экранов телевидения, вот АТР показывала передачу с участием замминистра строительства, который рассказывал о схеме сдачи домов в эксплуатацию. То есть, я вам хочу сказать, закон о регулировании градостроительной деятельности был принят намного раньше, но в декабре месяце прошедшего года в него были внесены очень существенные поправки. Эти поправки являются тем, что для жителей, особенно Крыма, особенно крымских татар, которые еще находятся в процессе обустройства, эти поправки грозят или чреваты большими штрафами. Речь идет именно об этой информации, которую и по АТР была на экране АТР была посвящена целая передача. Мы неоднократно печатали на сайтах эту информацию. «Голос Крыма» посвятил несколько рубрик, посвященных именно этому событию, где было для населения разъяснено то, как и каким образом будет действовать этот закон. В народе не прекращаются разговоры о том, что надо быстрее сдавать дома в эксплуатацию, а то будут штрафы, там около 18 тысяч. Что делать? Мы еще дома не достроили и так далее. Началась настоящая паника. На прошлой неделе даже в микрорайоне Акмечеть прошло собрание, то есть 50 человек, которые с ужасом начали представлять, что будет, если действительно, ну будем говорить, соответствующие органы начнут вводить в действие эти штрафные санкции. Начну с истории. Ну, во-первых, первое, что основное, самое главное, это то, что этот закон будет действовать в Крыму и бить только крымско-татарские семьи. Почему я так говорю? Потому что из 100%, ну, уже из газетных, будем говорить, материалов, из газетной информации, из материалов телевидения, стало ясно, что из 100% застройщиков Крыма практически 90 являются крымские татары, которые возвращаются. Мало того, мы не должны забывать о тех, кто находится в местах ссылки. Это порядка 100-130 тысяч. Они с ужасом начали говорить о том, что мы еще не успели там продать, переехать, начать обустраиваться, уже такие санкции. Это-то, в принципе, и побудило. Еще самый главный аспект, который я хочу сказать. Сегодня монопольные организации, мы об этом потом уже мои коллеги рядом сидящие скажут, я специально пригласил их для того, чтобы именно вы, журналисты, правильно осветили этот вопрос и донесли до всех жителей Крыма, до всех руководителей в Крыму и на Украине именно опасность введения в действие этой части закона. Мы так и назвали свою инициативную группу об образовании инициативной группы «Защитим свой дом». У вас есть у многих пресс-релиз, а девиз очень точно подобран: «Защитим свой дом от узаконенного грабежа и беспредела». Это относится именно к тем крымским татарским семьям, которым здесь, в Крыму, будет применяться эти штрафные санкции. Я хочу более подробно начать с истории. Ну, во-первых,
все вы здесь уже прекрасно знаете, 22 года происходит процесс возвращения на историческую родину коренного крымско-татарского народа, у которого, вот есть 7 актов, у которого было отобрано все имущество, сады, реки, там, колодцы, детские игрушки. Вот в этих актах есть все цифры, все количество всего отобранного. Вот представьте себе такую историю. Вас в 3 часа сажают в поезда, вывозят, не взяв, вы ничего не успели взять, дома, все остается, вы переезжаете, находитесь несколько лет под комендантским режимом, там обустраиваетесь в местах высылки, потом начинается процесс возвращения, это историческая реальность. Здесь строитесь, не имея работы, там подрабатываете и так далее. Не грабежом, не воровством, не убийствами, а зарабатываете, кто торговлей, кто ремесленничает, но строит свои дома. То есть государство, если там на пальцах могу посчитать, кому выкупили эти дома, кто приобрел или получил бесплатное жилье. Основная же масса крымско-татарских семей строится, в 3 погибели горбатятся и строятся, и тут вводятся санкции, какой нормальный человек сможет реально смотреть на перспективу. Я не хочу сегодня сопоставлять примеры тех, кто до начала процесса возвращения здесь жил. Я еще раз повторяю, все дома были забраны, захвачены. Сегодня мирным образом происходит вот это возвращение, и вдруг, пожалуйста, тебе депутаты принимают вот такие санкции, в которых до 18 минимальных окладов предусмотрены штрафы. Мы все прекрасно понимаем, я лично понимаю Азарова так. Ему никто не пришел, не сказал о том, что есть в Крыму такая категория граждан. Вот он и принял такие предложения и пропустил это постановление. Народные депутаты в количестве 449 человек тоже, никто же не сказал, что там есть крымские татарские семьи, там 90% этих семей. Как? Вы же поймите, применение этих штрафов или вообще начинать применять эти штрафы будет практически это грабеж, разденут все эти семьи. Конечно, но у нас есть представитель, это у крымских татар, народный депутат. Я через газету «Голос Крыма» дал свои мысли, в котором, ну, как бы, назвал все своим языком. Вот сейчас начну критиковать, буду говорить о политике. Но действительно, в момент принятия этих поправок народный депутат Джемилев находился в Турции. Вместо того, чтобы косьми лечь на трибуне и кричать: ребята, эти санкции будут ударят по бюджету крымских татар, он спокойно разъезжает то в Брюсселе, то в Страсбурге, показывает, что есть такие крымские татары, вот он я, их представитель и так далее. Вместо этого надо было приехать сюда и поднимать людей и говорить: ребята, я там прозевал, или там не получилось, меня никто не услышал, а давайте здесь теперь проведем собрание. Проходит, сегодня какое число? Сегодня май месяц, уже 7 мая. Нет ни одного распоряжения наших представительных структур. Я информационно получаю такое известие о том, что на 18 мая будет включен этот пункт в резолюции. Вот все действия наших представительных структур. Я вам хочу продемонстрировать, уважаемые журналисты, 3-дневную работу. Это списки людей, которые, ну, наверное, 3 дня это прошло, 4 дня этим списком. Я вам скажу. Вот массив Луговой, Симферополь, Хошгельда, Симферополь, Ахмечей, массив Фонтаны, город Симферополь, Марина, Симферополь, Алушка, микрорайон Курцы Симферопольского района, Строгановка, Солдере, это тоже Фонтаны,
возле Чистенького, Андрусова, Молодежная, массив Ешеляда и еще где-то 5 вот этих люди должны подвести. То есть везде простые жители прекрасно осознают, с чем они могут столкнуться 1 января 2013 года. Да, можно сегодня говорить о том, что этот закон к нам не будет применяться. А где гарантия? Кто будет гарантировать это дело? Что? Мы будем опять выгонять людей на митинги и кричать истерически, что это дискриминационный закон? Что, специально это делается? А почему нельзя было это сделать в Верховной Раде? А почему нельзя было тем же депутатам Грачу, который там за тружеников из селян выступает, он все время говорит, что я думаю о крымских татарах и так далее и тому подобное, почему ему не поддержать или не поднять этот закон? Или почему нашим демократам, там, Сенченко, Велижанскому не поднять этот вопрос? Все прекрасно знают, что 300 массивов обустраиваются люди за свои деньги. Здесь все присутствующие, ну все знают уже за 22 года, что происходит и за счет чего это все происходит. Удивляет такое какое-то молчание, цинизм, или специально это создается. Ко мне уже начали поступать, ну, после статьи, естественно, письма от ветеранов, наших стариков. Вот они пишут: в случае, если власти будут игнорировать наши требования, согласовав со всеми регионами, принять решение о проведении масштабных акций. То есть это вот все идет от сердца, от души, от той реальности, которая сегодня происходит. Естественно, мы, чтобы упредить все эти вещи, для этого-то, в принципе, и я попросил, чтобы журналисты осветили эту пресс-конференцию, наши мысли.